коллеги, я предлагаю тогда сейчас кратко Диана Афанасьевна, а потом уже, наверное, в конце все вопросы, выступления, предложения тогда наконец оставим, чтобы могли все. Пожалуйста, Диана Афанасьевна. Спасибо, Галил Витальевич. Добрый день, коллеги. Я бы хотела сразу пойти по презентации. Мы приготовили небольшую презентацию, чтобы вы посмотрели. И я благодарна, что сегодня Алексей Сергеевич упомянул, что общественный совет у нас, как скажем так, недостаточно, может быть, активно принимал участие по внешнеэкономической деятельности. И очень надеюсь, что это как бы будет, слова Алексея Сергеевича означает, что в дальнейшем по внешнеэкономической деятельности общественный совет будет принимать более активное участие. У нас в стране, все мы знаем, реализуются национальные проекты. Да? И есть национальный проект, который называется «Международная кооперация и экспорт». Федеральных проектов всего в рамках этого национального проекта 5, вы их видите на слайде. У нас в республике реализуется 4 региональных проекта. Хочу сказать, что это единственный национальный проект, который не имеет федерального прямого финансирования. Но в первую очередь это связано, конечно, с тем, что Россия член ВТО, соответственно, мы не можем напрямую поддерживать экспорт. Поэтому в том числе, конечно, это и является достаточно большой сложностью в реализации проекта. Значит, вы видите 4 региональных проекта: промышленный экспорт, экспорт продукции агропромышленного комплекса, экспорт услуг и системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Саха-Якутия. Все годы, скажем так, все годы, которые существует республика, к экспорту относились как, какой экспорт, какое жировство, извините за выражение, когда мы себя прокормить не можем. Поэтому такая позиция у нас сохранилась, вкупе с тем, что у нас недостаточно, скажем так, представлены маркетинговые услуги, в плане того, что предприятия у нас, в общем-то, не готовят свою продукцию для реализации за пределы именно Российской Федерации. Да? То есть мы все понимаем, что наша продукция недостаточно хорошо упакована, скажем так, да? В недостаточном количестве она у нас имеется. То есть если вдруг какое-нибудь китайское предприятие захочет закупить какие-то большие объемы, мы сразу же говорим: ой, нет, у нас таких объемов нет, извините, подождите. И, соответственно, недостаточная у нас, конечно, готовность, скажем так, да, к выходу. Поэтому, значит, в 2018 году, несмотря на скептическое отношение некоторых, скажем так, людей, да, у нас был создан Центр поддержки экспорта. В 2018 году все министерствами в рамках того, что у нас реализуется национальный проект, был создан Центр поддержки экспорта. И, в общем-то, он показал, что нам он нужен, да, что нам этот центр нужен за 2 года работы. Вот вы видите, значит, отраслевые проекты, которые должны помочь, да, в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В первую очередь, конечно, это продукция виноградного комплекса. Видите, деревообрабатывающий комплекс. Я тоже не устаю повторять, что лес горит, потому что он стоит, никто его не обрабатывает, никто его на экспорт не отправляет. И продукция мамонтовой фауны. Здесь, конечно, тоже надо подходить с тем, что Министерство промышленности готовит всю нормативно-правовую базу, чтобы не относились к экспорту продукции мамонтовой фауны как к чему-то криминальному. Да? Что мы должны нормально реализовывать изделия из мамонтовой кости, и относиться к этому нормально. Да? То есть мы должны участвовать в аукционах, проводить аукционы, и это должно быть нормально. У нас объемы большие, и при, упорядочении, да, процесс упорядочения у нас сейчас идет. Этот процесс – это легальный бизнес по экспорту изделий, скажем так. Да? То есть здесь тоже ничего бояться нельзя. Продукция агропромышленного комплекса. Здесь вы видите дикорастущие растения. Это у нас не промышленное производство, но отраслевое министерство считает, что это важно. Мы держим это, да, как одну из отраслей на экспорт. Хотя это непрогнозируемое. Да? Как видите, то пожар, то кто-то не пойдет, то не вырастет ягодка у нас, и, соответственно, у нас объемов не будет, и мы контракты, как говорится, не сможем выполнить. Да? То же самое по рыбной продукции. У нас нет промышленного производства, у нас идет дикий отлов рыбы, соответственно, тоже непрогнозируемый экспорт.
Мясная продукция, она более прогнозируемая, здесь есть жесткие стандарты, требования, но объема у нас как бы, да, подкачивает. Ну и самая наша большая надежда – это алкогольная продукция. Здесь, конечно, можно ее экспортировать, здесь как бы никаких особых таких запретов нет. Единственное, что есть, конечно, ограничения по поддержке. Мы не можем каким-либо образом, даже, скажем так, не напрямую оказывать финансовую поддержку производителям алкогольной продукции. Да? Так, следующий слайд, пожалуйста. Там по 4 я пробежалась, вот мы видим, да, значит, там, уже услышали, да, экспорт промышленный у нас был, АПК, услуги включают все, в том числе IT-отрасль. У нас региональный проект – это системные меры. У нас, я имею в виду, нашего министерства, да, руководителем является наш министр Габриэл Витальевич. И вот наши показатели начинают появляться со следующего года, с 2021 года. Основной показатель по системным мерам – это внедрение регионального экспортного стандарта. Мы его должны в следующем году принять, тем самым мы должны заявить себя о том, что мы, республика, серьезно занимаемся экспортной политикой. У нас должна быть стратегия развития экспорта, и экспортный совет у нас должен возглавлять именно глава. Недавно, тоже вот буквально месяц назад, мы как бы создали совет, экспортный совет при высшем должностном лице, да, республики. И наша задача в следующем году, значит, внедрить региональный экспортный стандарт, тем самым как бы сказав, что мы, да, серьезно занимаемся экспортом. Первый вот блок вы видите, да, это обеспечение доступа для предпринимателей к экспортным акселерационным программам. Это у нас уже началось в этом году при помощи Центра поддержки экспорта. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, значит, в этом году год тяжелый, да, действительно, год был тяжелый, и в апреле месяце совместно с агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, непосредственно Центром поддержки экспорта, мы создали план, как скажем так, антикризисных, да, мероприятий, можно так его назвать, по которому мы этот год работаем. Значит, вы видите, что проведены онлайн-семинары по разным темам, то есть была возможность у предприятий участвовать во всех этих онлайн-семинарах бесплатно. Мы проводили встречи на уровне торговых представительств. Хочу сказать, что торговые представительства Российской Федерации за рубежом очень активно и очень откликаются, если мы с какими-то просьбами выходим на них и готовы проводить какие-то семинары в режиме ВКС. Да? Вот нам надо искать плюсы. Я вот считаю, что плюс того, что мы сейчас научились работать в режиме ВКС. Все. Да? То есть, в принципе, это нормальный формат, и не надо куда-то ездить, можно просто включить конференц-связь и задать какие-то вопросы и услышать требуемую информацию. В сентябре было участие организовано Центром поддержки экспорта. Сегодня у нас руководитель центра здесь присутствует, Лина Даниловна. Вы ее, наверное, знаете, да, некоторые. И вот в сентябре было организовано научное участие компаний наших предприятий в выставках, которые, как сказать, после определенного перерыва были организованы. Да? И сейчас у нас идет реализация акселерационной экспортной программы. Что она дает? То есть предприятия, которые участвуют в этой акселерационной программе, они в конце, да, ее должны получить, научиться и получить уже какие-то готовые экспортные контракты. Это нам, конечно, очень важно, и сейчас очень большое значение мы придаем именно вот этой вот акселерационной программе, которая также является у нас одним из показателей, скажем так, того, что мы реализуем у себя системные меры развития международной кооперации. Да? И также в этом году особое внимание, поскольку очного участия в выставках не было, мы, конечно, уделили электронным площадкам. Да? И достаточно со многими электронными площадками работа проведена, продукция представлена не только на Финдо, да, здесь только Финдо указано, но и на других электронных площадках, да, в том числе на таких крупных. Вот. Хочу сказать, что в этом году в режиме ВКС провели все-таки конкурс «Экспортер года», и в режиме ВКС у нас поздравление прошло, тоже здесь ДП-2 провели, да, то есть имеется в виду, что тут несколько человек было, остальные все были в режиме ВКС. И вы видите здесь победителей нашего республиканского этапа
И хочу сказать, что по Дальневосточному федеральному округу у нас тоже есть победитель.